Торжественная церемония, аплодисменты и слова благодарности в Москве чествуют юных героев. Дети и подростки из разных уголков России получают медали, грамоты и ценные подарки. 20 героев, 20 медалей за проявленное мужество и еще больше спасенных жизней. Среди юных спасителей пятиклассница Харысхана из Якутии. Этим летом она спасла 6-летнего мальчика, который тонул в реке. Не раздумывая, 11-летняя девочка бросилась в холодную воду, хотя сама хорошо плавать еще не умеет. Вы теперь пример для своих сверстников, и не только для своих сверстников, но и для взрослых. А это ко многому обязывает. Теперь у каждого из вас уже первая награда, пусть она общественная, но она очень значимая. В ближайшие несколько дней у школьников расписаны по часам. Российский союз спасателей приготовит для них обширную культурную программу. Дети посетят самые красивые и интересные места столицы, сходят в зоопарк, цирк, побывают в океанариуме и повеселятся в аквапарке. Наступает зима, водоемы Якутии сковывает лед. Однако до наступления морозов он непрочен и коварен. Каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на неокрепший лед, подвергая свою жизнь опасности. Специалисты МЧС отмечают, что водные объекты представляют опасность вне зависимости от времени года. Люди уже выходят рыбачить, пилить лед и даже ездят на другой берег. Отмечу, что становление льда происходит неравномерно. Если в одном месте он может выдержать, то в другом месте может проломиться. Водный объект – это всегда зона повышенного риска. Всегда имеются участки, припорошенные снегом, такие как полыньи, проруби, наледи, трещины и места несанкционированной выколки льда. За последний год неокрепший лед забрал жизни 6 человек. Под воду ушли более 20 автомобилей. В этом сезоне тоже не обошлось без трагических последствий. В октябре в Нижнеколымском районе на реке Лазея провалился под лед оленевод. Фултон Лариса, Максим Бурцев, Вести Якутск при поддержке Вместе РФ.